Здравствуйте, в эфире канал «Новый век», выпуск новостей. И сегодня, в День защиты детей, его проведем мы, Чимит Кандан и Виктория Кужугет. Чимит, ты заметил, как много интересных событий сегодня было в городе? Да, такое ощущение, что Кызыл на один день превратился в город детства. Куда ни придешь, везде соревнования, конкурсы, развлечения и игры. Основными площадками стали площадь Арат, Национальный парк, Центр Азии и площадка возле Национального музея. Нашим коллегам и корреспондентам повезло. Они могли побывать практически везде. Давай у них и узнаем подробности. Давай. Примерно на площади Арата сегодня была Ева Черепановна. Праздник начался со спринта на роликах, самокатах и трехколесных велосипедах. Все, кто пришел, смогли поучаствовать в викторинах, посетить мастер-классы и показать свои таланты. Как интересно! А что еще? А это мы узнаем у Евы. Она расскажет и покажет, что больше всего ей запомнилось. Мы находимся на площади Арат. Здесь очень весело. Здесь продают шайки и сахарную вату. А сейчас мы пойдем посмотрим, какие веселья здесь проходят. Первое, что мы увидели, представление Маши Медведя. Медведь показал все фокусы. Это было очень интересно. Я смотрела и думала, как это делают. Потом Нолик жонглировал и ни разу не уронил мячики кольца. Особенно понравились фокусы Мишки. Я увидела миньона. Какой он, оказывается, большой, а в мультике маленький. Я решила сразу подойти и поговорить с ним. Миньон, тебя как зовут? Что для тебя 1 июня? Здравствуйте, меня зовут Стёр. 1 июня для меня это настоящий праздник для детей. Спасибо, с праздником вас! А здесь проходят конкурсы рисования. Желающие могли нарисовать все, что угодно. Азията Канчун, художник-самоучка, учится в 4 школе, 7 классе. Рисует с 5 класса. По-моему, азиаты получается очень здорово. Я тоже умею рисовать, но сегодня мне было некогда. Как рассказала азията, она мечтает стать архитектором, поэтому любит рисовать здания. А что ты нарисовала такое красивое? Я нарисовала церковь, в которой есть радуга, что церковь помогает нам делить. На ярмарке мы увидели персональную выставку Чарган Эртане. Так же, как мне, 6 лет. Но в садик он не ходит. Вот, только посмотрите, какие красивые картины Чайган делает. Он говорит, что как себя помнит, он всегда такое эдакое придумывал и делал. Это 1-я выставка Чайгана, и называется она «Мой мир». Расскажи, пожалуйста, о чем твоя выставка? Вот эта картина из пластилина, это картина из соли, это картина из пластилина, это картина из пластилина, это картина из пластилина, это картина из соли, это картина из пластилина. Вот это надо делать маленькие пятнышки и наклеивать их на карандаш. Потом будет получаться картина. А здесь нужен клей, карандаш, соль, краски и еще вода. Потом надо обвести рисунок карандашом, сверху клеем, а сверху клея соль. Сверху соли, клея, карандаша надо еще добавить воды, краски, и краска будет двигаться по всей картине.
было еще много мероприятий. Конкурс рисунков на асфальте, зеленый мир, игры и состязания, конкурсы загадки, викторины, веселые старты, спринты на роликах. Детский экологический фестиваль. Всего и не перечислишь. Это самое веселое 1 июня в моей жизни. И думаю, всем ребятам на площади Арлата понравилось. Ева Черепанова, Диана, Баян, Багус, Буяна Юн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Химит, а ты любишь природу? Очень. А почему ты спрашиваешь? Просто тогда тебе бы понравилось все, что было сегодня в национальном парке. Площадки можно было объединить одной темой – экология. Все, кто пришел сегодня в парк, смогли почувствовать себя следопытами и художниками. Подробности в следующем сюжете. Разноцветные шайки, сахарная вата. Сегодня свой праздник отмечают все дети страны. Малыши и их родители ждали множество сюрпризов. Увлекательные и разнообразные площадки были установлены в парке Кызыла. Взрослые стараются осуществить мечты малышей. В самом центре парка был организован концерт. Дети из разных уголков Тувы и Хакасии приехали порадовать зрителей своими выступлениями. Ветер осенний стучит в окно, плачет опять надо мной. Батуты, карусели, тиры шайков и возможность стать одним из героев мультфильма не оставила равнодушным ни одного ребенка. Также можно было прокатиться на поезде по всему парку. А если очень сильно попросить машиниста, то и посигналить. Были в парке и маленькие музыканты. Мы приехали из Хакасии на международной детской музыкальной лаборатории имени Константина Тамдына. Игры, концерты, аквагим. Все для детей. Но не стоит забывать, что День защиты детей – это не только веселый праздник, это и напоминание взрослым о необходимости защитить ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимаясь любимым делом и в будущем стали замечательными людьми. Ева Черепанова, Чинчи Самбуга и Рес Ховалык. Телекомпания «Новый век». Пока! А сейчас рекламная пауза. Но только вы не уходите далеко от телевизора. Вторая часть выпуска будет еще интереснее. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Вау! В РБТ.ру акция. При покупке от 3 и более единиц техники вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТ.ру. Детская хореографическая школа города Кызыла приглашает на свой ежегодный отчетный концерт 2 июня в 17 часов в Национальный театр имени Виктора Гогола. Классические, народные, бальные постановки. Детский классический балет «Алантос» под управлением Раисы Столов. Студия бального и спортивного танца «Фиеста» под управлением Лидии Сарба. Приходите на праздник танца, красоты и грации.
аттестат профессионального бухгалтера, обучение и квалификационный экзамен. Телефон 228 31. Вы смотрите новости, продолжаем выпуск. Чимит, а ведь у тебя сегодня двойной праздник. Ты же актер театра юного зрителя, который 1 июня в День защиты детей отмечает 53-й день рождения. С тем я тебя и поздравляю. Да, действительно, спасибо, Вика. Театр юного зрителя в Кызыле был основан 1 июня 1964 года. Сегодня в нем играют более 40 актеров, в том числе и я. Накануне праздника наш специальный корреспондент Аврора Кулар побывала в гостях у театра. Давайте посмотрим ее спецрепортаж. Театр юного зрителя находится за ДНТ. Давайте посмотрим, что они для нас приготовили. Театр юного зрителя Кызыла располагается на первом этаже Дома народного творчества. Здесь проходит репетиция детского спектакля «Аленький цветочек». Милая, местами трогательная сказка о заморских странах, о чудище, охраняющем толь волшебной красоты цветок. Все юные актеры в красочных костюмах. Например, на головах сестер главной героини Аленушки надеты кокошники. В сказке играют более 10 детей от 7 до 14 лет. Даша, какую ты роль играла? Я играла роль, которая я была младшей служанкой. Какие тебе роли нравится играть? Мне нравится бабочку Шалуню и эту роль. Всего в ТЮЗе более 40 детей и 9 взрослых. Здесь проходят занятия по вокалу, танцам, сценической речи и актерскому мастерству. Помимо юных актеров, над созданием спектаклей работают режиссер, художник, хореограф, звукооператор и костюмер, который и создает такие яркие костюмы для ребят. Чимит, расскажи о своем костюме. У меня костюм моряка. У меня все костюмы, кроме Цумбока-Камбока, это я в Шаганаре играл, у меня тогда не мой костюм был. Все костюмы мои, только сейчас сапоги и шапка не моя. А у меня усы наклеены. Я покупаю их в ЦУМе за 55 рублей комплект. Работа над спектаклем – это долгий процесс. Даже несмотря на то, что в нем играют всего 2 актера, как в этой постановке Жанна и Вартан. Из этой шкуры шапку шить ты сможешь? Или нет? Вартан, друг, конечно могу! Ой, хорошо! А 2? 2 и 2 могу. Можно смело сказать, что каждая репетиция – это новый спектакль, который никогда больше не повторится и который не увидят зрители. С праздником 1 июня! И с днем рождения нашего театра юного зрителя! Проведите свои летние каникулы хорошо! А я желаю театру юного зрителя процветания и творческих успехов. И обещаю обязательно вернуться сюда в качестве зрителя. Аврора Кулар, Буян Аюн, Игорь Думов и Лесопун, кинокомпания «Новый век». Театр юного зрителя находится Театр юного зрителя находится Театр юного зрителя находится... Мама? Чимит, а что бы ты сделал, если бы ты стал самым главным в республике? Я бы сделал город детства, где на завтрак ели шоколад,
на обед мороженое, на ужин сырные палочки и спали на резиновой кровати. Этот и другие вопросы наши корреспонденты задали детям на улицах. Давайте послушаем их ответы в специальной рубрике «Почемучка». Потому что могут их украсть. Надо детей защищать, потому что они маленькие и поэтому драться не умеют. Чтобы с ними не случился несчастный случай, чтобы они не стали плохими. Пересматривать за ними, ухаживать. Еще не оставлять их дома. Детям можно в игрушки играть, а взрослым нет. Детям можно играть, а взрослым нельзя. А детям можно поиграть, а взрослым, они уже взрослые, они могут работать. Наша телекомпания совместно с еженедельником Тува ТВ и радиостанцией «Голос Азии» проводили конкурс детского рисунка «Тува глазами детей». В редакцию принесли десятки работ. Выбрать победителя было очень сложно, ведь рисунки оказались красочными и интересными, но по итогам голосования жюри призовые места достаются Наир Оржак 7 лет, Дарина Донгак 9 лет, самая младшая участница Диана Сая 5 лет, Кира Коп 8 лет, Арина Баталова 9 лет. Сладкие призы получают Даяна Мангуш 13 лет и Диана Саен 11 лет. Дипломом за коллективное участие награждаются ученики школы искусств для детей с нарушением слуха. Вручение призов состоится 2 июня в 12 часов на быта 5 этаж, 507 кабинет. Самое время узнать, какая погода будет завтра. Прогноз далее. Здравствуйте! Сегодня о погоде на ближайшие сутки расскажу вам я, Аргада Мангуш. Завтра в Кызыле ожидается переменная облачность, без осадков, так что не стоит сидеть дома. Днем будет жарко, лето на дворе. Синоптики обещают плюс 25, плюс 29, ночью значительно прохладнее, плюс 10, плюс 12. Будет немного ветрено. Порывы будут достигать 4-9 метров в секунду. Желаю вам хорошего настроения, несмотря на то, что за окном. О погоде рассказала Аргада Мангуш. До свидания! На этот специальный выпуск новостей подошел к концу. С вами были Виктория Кужугет и Чимит Кандан. Спасибо за внимание. До свидания.